بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Если мы обратим внимание, то посланник Аллаха саллям всегда подчеркивал свой день рождения отдельным днем, понедельником. Он говорил, держите уразу в понедельник. Есть известный хадис, это в любом сборнике хадисов можно найти. Любым таким радикальным людям можно ответить именно так. То есть, что посланник Аллаха саллям, он свой день рождения каждую неделю отмечал. Есть хадис достоверный. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, что я в этот день родился. Он подчеркнул это. Почему ты, о посланник Аллаха, держишь уразу в понедельник? Четкий вопрос и четкий ответ. Потому что я в этот день родился. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждую неделю отмечал свой день рождения. Сахабы тоже последовали этой сунне. И мы следуем этой сунне. Но мы не только уразу держим, но мы стараемся делать салавата больше, говорить о нем больше. Поэтому говорить о том, что это запрещено, или сахабы этого не делали, сам посланник Аллаха саллям это делал. Но нужно учитывать, он же был посланником, он был примером для всего человечества. И он сам говорил, чем больше салават будешь мне делать, мы знаем, длинный хадис приходит в Бухари также. Это очень длинный хадис. В конце этого хадиса что сказано? Человек просто хотел сказать, о посланник Аллаха, я свой треть своего дня посвящаю тебе, то есть делаю салават. Он говорит, если ты будешь делать больше, все для тебя будет лучше. Итак, он говорит, я тогда буду половину делать, тогда весь день буду делать салават. Все время свое буду посвящать тебе, о посланник Аллаха. Он говорит, если ты будешь все время посвящать, то знай, что Аллах простит твои грехи и улучшит твои дела. Каждый миг посланник Аллаха побуждал к тому, чтобы мы должны ему салават говорить. Потому что Аллах приказывает в Коране. Вот этот аят – это доказательство того, что большинство ученых сошлись к тому, что салават говорит фарз. Это фарз. О чем мы говорим?